Детское население Актанышского района на 1 января 2021 года составляет 5291 человек, до года 233 ребенка. Обслуживается детской консультацией, в которой работают 6 участковых педиатров и 2 участковых педиатра в участковой больнице Поясева и амбулатории Байсарова. Профилактические осмотры детей проводятся согласно приказу Минздрава РФ 514-Н с января 2018 года. Порядок проведения медосмотра проводится согласно приложению 1 данного приказа. В 2020 году профилактическими и прочими видами медосмотров охвачено 5291 ребенок. Все школы и детсады охвачены медосмотром, который проводится в детской консультации Актанышской ЦРБ. Дети планово приглашаются на медосмотры. По производственной необходимости привлекаются иногородние врачи-специалисты детские 2-3 раза в месяц по субботам, с которыми заключен договор. Это врач-оториноларинголог, невропатолог, детский хирург-уролог. По результатам профилактических и прочих медосмотров в 2020 году с первой группой здоровья здоровые дети 861 человек, это 16,4%. Вторая группа здоровья – дети без хронических заболеваний с функциональными отклонениями, это нарушение осанки, кариес, миопия слабой степени, 3388 человек, 64%. Третья группа здоровья с хроническими заболеваниями в стадии компенсации, требующие диспансерного наблюдения и оздоровления, 927 человек, 17,5%. Четвертая группа здоровья – дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, требующие реабилитации, но не имеющие инвалидность, это 29 человек, 0,5%. И пятая группа – это дети-инвалиды, требующие оздоровления и реабилитации, наблюдения специалистов, врачей-педиатров, это 86 человек, или 1,6%. По результатам осмотров дети при выявлении заболеваний направляются на дообследование к врачам-специалистам КДМЦ, город Набережные Челны, и ДРКБ, город Казань. Берутся под диспансерное наблюдение врачом-педиатром. План на 2021 год профилактических медосмотров несовершеннолетних 5789 человек. График медосмотра утвержден Минздравом РТ. Взаимодействие с медработниками школ и медсестер осуществляется посредством вызова детей на медосмотры. Дети приходят на диспансеризацию, проходят необходимые обследования, по результатам которых врачом-педиатром выдается справка заключения с диагнозом, рекомендациями по дальнейшему диспансерному наблюдению, группой здоровья, физкультурной группой. Эта справка заключения отдается медработникам детское дошкольное учреждение и школу. Также проводится оздоровление детей с хроническими заболеваниями. Например, по путевкам Минздрава Республики Татарстан оздоровлено 38 человек. Из них 28 получили одиночные путевки и 10 мать и дитя. Также в этих рамках оздоровлено 20 человек, детей из тяжелой жизненной ситуации. Заболевания органов пищеварения по результатам медосмотров превалирует. Это кариес в основном. И, конечно же, заболеваемость в детских садах она намного ниже, чем в школьном возрасте. В связи с этим, я думаю, можно запланировать какой-то плановый осмотр врачами-стоматологами детскими, тем более они у нас 2 человека имеются, да, и как бы санация ротовой полости. То есть я такое предложение как бы озвучу начальству, главному врачу. А состояние сердечно-сосудистой системы? Сердечно-сосудистой патологии ее не так много выявляется. Хотя у нас проводится плановое УЗИ до года, да, если выявляется, кардиологом направляем. И в 6 лет также УЗИ, и в 15 лет УЗИ сердца проводится. Если выявляются какие-то патологии, то мы направляем их к кардиологу, к кардиоревматологу или кардиохирургу, в зависимости от заболевания.